На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Проделана лишь половина работы. Очередной репортаж программы с подстанции Сухум-1 после аварии. Удочка вместо рыбы для семьи Тарба из села Река. Больше года в Абхазии работает программа по борьбе с бедностью. Машинка времени Виталия Шария. Абхазский прозаик стал лауреатом премии Фазиля Искандера в номинации «Дерево детства». Начнем с официальной хроники. 11 декабря президент Абхазии Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Москвы и Абхазии в различных областях в развитии договоренностей, достигнутых на встрече глав государств Абхазии и России в Сочи 12 ноября. В частности, обсуждалась возможность использования опыта программы «Безопасный город», которая успешно осуществляется в Москве. Данный проект является комплексной информационной системой, которая призвана совершенствовать систему общественного транспорта. Также рассматривалась возможность изучения абхазскими специалистами образовательной программы «Московское образование» для возможной адаптации к условиям абхазской образовательной системы. На встрече речь шла о возможности оказания правительством Москвы содействия в открытии в Абхазии отделения многофункционального центра, что существенно облегчило бы для жителей Абхазии, обладающих российским гражданством, возможности для оформления необходимых документов. Стороны обсудили возможность проведения Дней Москвы в Абхазии весной 2020-го и отметили заинтересованность в реализации ряда совместных перспективных проектов. Механизм осуществления сотрудниками ГТК контроля за соблюдением ограничений на ввоз на территорию Абхазии оборудования и комплектующих к вычислительным машинам, предназначенным для осуществления деятельности по добыче криптовалют, обсудили премьер-министр Абхазии Александр Анкваб с председателем Государственного таможенного комитета Гурамом Инамшба. С момента введения запрета на ввоз на территорию Абхазии вычислительных машин для извлечения криптовалюты задержано 2505 единиц такой техники, обнаруженной в транспортных средствах, пересекавших таможенный пункт на абхазо-российской границе, сообщил Инамшба. Александр Анкваб поручил максимально ответственно отнестись к процедуре контроля въезжающего на территорию Абхазии транспорта при необходимости с привлечением сотрудников структурных подразделений силовых ведомств. Вопрос очень важный. Речь идет о сохранении энергосистемы страны. Меры, которые отражены в постановлении правительства от 8 декабря, направлены на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы страны. Документом на вас возложена важная функция – соблюдать исполнение пункта о действии ограничения на ввоз оборудования для майнинга. Именно потому все, кто несет службу на границе, должны проявить максимальную ответственность в рамках должностных полномочий. Также ваша общая с МВД и СГБ задача – пресечение случаев использования должностным лицом своих служебных полномочий в корыстных целях, заключил премьер-министр. В завершении встречи обсудили динамику передвижения грузового транспорта с товаром в пиковый сезон вывоза цитрусовых плодов. По информации председателя ГТК, с начала сезона по настоящее время из Абхазии вывезено 21 843 тонны 643 килограмма мандарин. В среднем объем вывоза этой категории товара за сутки составляет 978 тонн. Проделана лишь половина работы. 5 декабря из-за возгорания кабеля на подстанции Сухум-1 произошла одна из самых серьезных аварий в энергосистеме страны. В результате без подачи электроэнергии осталось немногим менее половины населения столицы. О том, с какими сложностями пришлось столкнуться жителям столицы после этой аварии в быту, в работе и ведении собственного бизнеса, а также о колоссальной работе аварийщиков и специалистов Черноморэнерго, расскажет Виола Барганджи. В субботу, 5 декабря, из-за возгорания кабеля на подстанции Сухум-1 произошла, пожалуй, одна из самых серьезных аварий в энергосистеме страны. В результате без подачи электроэнергии осталось порядка 40% населения столицы. Это жилые дома, больницы, продуктовые магазины, хлебопекарни и другие значимые объекты Сухума, на которых последствия такой аварии сказались как нельзя отрицательно. К примеру, вот эта пекарня, несмотря на постоянное отключение и отсутствие дизеля, продолжает свою деятельность, чтобы жители столицы не остались без хлеба, а сотрудники без постоянной работы. Можно сказать, мы вот работаем просто потому, что мы работаем. Просто потому, что мы
у нас рабочие места, у нас люди как бы должны зарабатывать денежку, потому что сейчас сегодня такое время, когда каждый день, и вот каждый день нужны какие-то деньги, чтобы прокормить свою семью. Зачастую работать, как рассказывает управляющая, приходится вот в таких условиях. Отключение света чаще всего происходит не по графику, 2 часа через 2, из-за чего пекарня несет серьезные убытки. К примеру, если отключение электроэнергии происходит в момент запекания булочных изделий, то все они считаются непригодными для продажи. В принципе, спасать что-то – это уже, значит, испорченный товар. И поэтому, чтобы не было того, что вот мы как бы поддерживаем, пытаемся поддерживать свой имидж, поэтому если товар вот так вот остается уже не готовым, тогда мы его, конечно, снимаем с производства, это убытки. У нас нет четкого графика, по которому мы могли бы вообще работать. Поэтому мы работаем на чистом энтузиазме и как бы надеемся на то, что свет хотя бы по графику дадут. Пытаемся как-то приспособиться к этой ситуации. Но пока, честно говоря, вот 3-4 дня совсем очень тяжело. Риску, как отмечает предприниматель, подвергается и дорогое оборудование пекарни. Из-за постоянного перебоя техника запросто может выйти из строя. Когда включают свет, тоже есть опасность, что наше оборудование может выйти из строя. Оно у нас заводское, оно у нас дорогое, профессиональное. Бывает, что с фазами какая-то проблема, и поэтому оно начинает у нас работать вообще в каком-то непонятном режиме, это оборудование. Мы очень побаиваемся этого тоже. Пока единственным решением для бесперебойного питания электросети остается установка генератора. Однако и здесь, как отмечает управляющая, возникают свои сложности. Из-за того, что тут суд, да, сейчас вот кое-кто переехал уже на Красный мост, а так вообще они не разрешали ставить, потому что это очень шумно. Вот, тут нужен мощный генератор, тут как бы обычный такой бытовой не подходит. Поэтому, ну, как бы вот из этих соображений мы не могли бы там даже найти место, где его установить. Екатерина Еник, соучредитель кафе быстрого питания «Ласточка», рассказывает, что при открытии заведения первым в списке было наличие бесперебойного питания, то есть генератора. Веерное отключение для республики практика привычная. Именно поэтому девушка решила подстраховаться. Однако из-за слишком частого перебоя в сети из строя вышло и само оборудование. Мы не надеялись на бесперебойный свет, мы не верили в это, что будет все хорошо, замечательно со светом к зиме ближе. Ну и мы купили его где-то в октябре месяце, и вот где-то с октября же, да, начались какие-то проблемы со светом уже. И, к сожалению, вот сейчас декабрь месяц, и дизельный генератор у нас проработал около 1,5 месяцев, потому что из-за проблем со светом он у нас испортился. Вот. Сколько стоит генератор? Мы приобрели его за 50 000 рублей. Вот, и до сих пор как бы выплачиваем за него какую-то сумму, и плюс мы должны его еще чинить. Плюс мы должны дожидаться мастеров, которые тоже работают, не знаю, 24/7, выезжают, чинят, помогают, и это прям тяжко. Производитель замороженных полуфабрикатов «Ледник» точно так же несет финансовые убытки. Как рассказывает управляющий Роберт Челакян, серьезные сложности возникают с заморозкой продуктов. Продукция не замораживается, без этого мы не можем ее реализовывать. То есть после того, как мы ее сделали, можно сказать, девочки налепили, мы ее должны заморозить и потом поставляем это все в магазин. Естественно, с перебоями электроэнергии она не замораживается, просто физически не успевает. Размораживаются все в воде. Вот все, что в воде, естественно, это все на выброс. У нас большие потери. Мясо у нас в морозилках хранится. Мясо тоже размораживается. После того, как оно разморозилось, мы уже с ним ничего не можем делать, потому что оно у нас свежее. Мы, так скажем, заняли премиум-сегмент на рынке. У нас не дешевая продукция, но качественная. Поэтому мы следим за этим. И вот если у нас мясо разморозилось, мы уже его просто списываем. И таких списаний было уже немало за последнюю неделю. Большие убытки. В первые дни аварии, когда света в районе рынка не было практически 2 суток, весь спасенный товар, как вспоминает Роберт Челакян, перевозился вместе с морозильниками к друзьям и родственникам. Мы перевозили целые морозилки, разгружали их, перевозили, перекладывали туда, соответственно, продукцию. И оттуда уже в полевых условиях, что называется, мы как-то реализовывали магазины, которые
просили. Сейчас предприятие по производству замороженных продуктов «Ледник» работает в не менее сложных условиях. Как отмечает управляющий, точное время отключений значительно упростило бы его работу. Если бы нам сказали хотя бы, что вот каждые 2 часа, 2 часа есть, 2 часа нет, мы бы еще как-то более-менее работали. Но это же даже не по графику, он не соблюдается. Это, знаете как, в 8 включается, 9:30 может выключиться утра. Потом через 40 минут включат на 15 минут, потом опять выключат. И вот это вот, я не знаю, как это даже назвать. Для Дениса Соломка, коммерческого директора перепелиной экофирмы в городе Очимчира, убытки начались сразу после введения в республике 6-часовых отключений. Из-за таких перебоев из инкубатора пришлось выкинуть порядка 2300 яиц. Объем ущерба это порядка 150 тысяч рублей. Для сельскохозяйственного, скажем так, предприятия в условиях Абхазии, которое находится на стадии становления, это серьезно. А с другой стороны, такого больше не будет. И несмотря на то, что дорогое оборудование также вышло из строя, предприниматель настроен достаточно позитивно. По словам Дениса Соломка, эта ситуация заставила приобрести генератор, чтобы в будущем подстраховать себя от подобных форс-мажоров. Надо было подстраховаться, надо было предполагать, и так далее. Но не более того. Я не собираюсь голову пеплом посыпать по этому поводу. Да, обидно, неприятно, да, это потери, но это, опять-таки говорю, это точка роста. Потом на прошлой неделе еще, там же инкубаторы, это все оборудование нужно на электронике, и электроника оказалась довольно чувствительная, и у него один из инкубаторов, блок питания сгорел. В воскресенье это было, прямо на глазах, бах, и все. Тоже, а инкубаторы эти стоят от 100 тысяч. Если сейчас верные отключения в районах республики ограничились 2 часами, то для столицы после пожара на подстанции Сухум-1 свет явление нечастое. Марина Денисова, владельца магазина натуральной косметики «Стрекоза», рассказывает, что такие перебои ощутимо сказались и на продажах. Мы, как и все, столкнулись с холодом, потому что мы все отапливаемся электричеством, и в связи с тем, что отключение электроэнергии, отключение тепла у нас сразу же. То есть в магазине становится очень холодно. Покупателям на покупательский спрос это не влияет, потому что люди-то заходят на несколько минут, им не холодно. Но нам здесь находиться очень холодно, и понятно, мы все простываем, начинаем болеть. А очень сильно влияет, конечно, на покупательский спрос отсутствие именно освещения. Потому что, когда отключается свет, у нас окно одно, витринное, и поэтому сразу же здесь становится темно. И еще влияет на то, что люди просто не заходят, потому что они видят темные окна, и, магазин закрытым считают. Мы уже приобрели гирлянды новогодние, которые работают на батарейках, развешали их, чтобы этим показывать, что мы работаем, что мы открыты. Когда заходят покупатели, мы включаем все, что можно, лампы на телефоне, свет, освещаем. Но все равно эффект не тот. Мне многие говорят, будет свет, мы зайдем повторно. А когда у нас будет свет, непонятно, потому что включается и выключается он, не совсем по графику. Отхождение от заявленного графика 2 часа через 2. Как рассказали на подстанции Сухум-1, мера вынужденная. Свет выключается в период сильной нагрузки трансформатора. И если этого не сделать, столица может столкнуться с еще большими трудностями. У нас один трансформатор силовой, он полностью выведен из работы. То, что этот трансформатор один, он свою мощностью не можем на него положить. Он просто повторим то же самое, что было. То есть вы выключаете тогда? Да, когда самая максимальная нагрузка повышается, мы выключаем. У нас защита так стоит, что трансформатор не навредит трансформатору. Если мы его испортим, то мы на долгое время останемся без света. Надо проявить терпение людям. Потерпеть, что делать, это ни они не хотели, ни мы не хотели, и мы не могли в таком режиме работать. У нас вообще по плану другой был. Меньше чем за неделю на подстанции Сухум-1 проведена колоссальная работа. Это можно наблюдать и по этим кадрам недельной давности. Сейчас здесь введен в работу трансформатор Т2, а также установлено совершенно новое оборудование, которое сможет прослужить более 25 лет. За всем этим процессом стоит целая команда электромонтеров, работающих на подстанции круглосуточно и без выходных.
Мы как бы сверхсилы работаем, и люди здесь сутками не спят, так можно сказать. Они и ночью работают, и утром работают. Так что работа ни на минуту не прекращается, ни один час перерыва у нас нет, у нас у дежурных нет отдыха, которые работают, они сутками работают, вот дежурный стоит, отработал ночью, он еще здесь находится, потом его отправляем домой на несколько часов, отдохнет, сейчас до 8 часов отдохнет, потом приедет, заменяет другого, по 2 дежурных здесь находимся. О том, когда в столице снова восстановится бесперебойное питание электросети и ремонт этой подстанции завершится, пока неизвестно. Между тем, как отмечают сотрудники Черноморэнерго, на данном этапе проделана лишь половина работы. Виола Барганджа, Сасрык Вагухава, Абазатова. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии Аруа обратились к гражданам страны, депутатам парламента и руководству Абхазии. Поводом для обращения стала концепция внешней политики Абхазии, утвержденная президентом 4 декабря, а точнее один из ее пунктов, в котором говорится, что, цитата, «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Абхазией, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках международных женевских дискуссий не представляется возможным». Ветераны войны считают, что подобная постановка вопроса свидетельствует о попытке понизить статус переговоров до, цитата, «междусобойчика», что противоречит интересам Абхазии. Авторы обращают внимание общественности на то, что данный пункт в случае его реализации отодвинет на второй план женевские дискуссии, проходящие согласно договоренностям Саркози-Медведева, и исключит из переговорного процесса Россию. Аруа требует исключить из концепции пункт, в котором говорится о формате многоуровневых переговоров с Грузией. Если в концепцию не будут внесены предложенные нами поправки, мы оставляем за собой право обратиться к народу Абхазии и принять более решительные действия, говорится в обращении Аруа. Абхазская сторона не считает возможным и целесообразным на данном этапе выходить из формата женевских дискуссий или в одностороннем порядке пересматривать данный переговорный механизм. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии, опубликованном на официальном сайте МИД в ответ на обращение Аруа. В комментарии, в частности, отмечается: дополнительный формат многоуровневых переговоров никак не может исключить или подменить существующий формат женевских международных дискуссий, в рамках которого сегодня официально представлена Республика Абхазия. Соответственно, даже в случае возможного согласованного решения о создании подобного дополнительного формата не может произойти автоматического понижения статуса нынешнего переговорного процесса. Далее, в концепции нигде не сказано о необходимости выхода на прямые переговоры между Абхазией и Грузией без участия Российской Федерации и других международных посредников. Ни о каких односторонних уступках со стороны Абхазии не может быть и речи. Напротив, МИД республики неоднократно отмечал важность женевских международных дискуссий, в рамках которых представители нашей республики имеют возможность озвучивать официальную позицию Абхазии в присутствии представителей ведущих международных акторов – России, США, ООН, ЕС и ОБСЕ. Именно в рамках женевских дискуссий Абхазия отстаивает такой важный с точки зрения обеспечения национальной безопасности вопрос, как необходимость подписания с Грузией документа о неприменении силы. Конец цитаты. Политсовет партии «Единая Абхазия» также ответил на заявление Аруа, в котором подвергается критике концепция внешней политики Абхазии в той части, что касается отношений с Грузией. В заявлении Политсовета РПП «Единая Абхазия» в частности отмечается: Аруа обвиняет авторов концепции в том, что они отменяют женевский формат переговорного процесса и тем самым понижают статус абхазской стороны как участника переговорного процесса. Хотим заявить, что данный пункт концепции никак не отменяет женевский формат. Вопрос в другом. Авторы заявления Аруа игнорируют объективные вещи. Де-факто отношения между Абхазией и Грузией существуют. К ним относятся приграничная торговля, вопросы совместного использования Ингургэс, вопросы криминальной активности по обе стороны границы. Для решения именно этих проблем необходимы иные механизмы решения вопросов. И еще один момент. Мы только что стали свидетелями военного поражения Армении в Нагорно-Карабахском конфликте. Это означает, что размораживание военных конфликтов в нашем регионе, касавшиеся
казавшееся невозможным с 2008-го, вновь стало реальностью. В этой ситуации отсутствие многосторонних доверительных контактов может стать роковой для нашей страны. В этой ситуации мы приглашаем наших товарищей из АРУА не подвергать огульной критике концепцию, а к заинтересованному разговору за закрытыми дверями о ее сущности и механизмах претворения в жизнь. Конец цитаты. Абхазия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры, сельского хозяйства, образования и спорта. Церемония подписания состоялась в посольстве Абхазии в Боливарианской республике Венесуэла. Документы подписали чрезвычайный полномочный посол Абхазии в Боливарианской республике Венесуэла и республики Никарагуа Заур Гваджава и чрезвычайный полномочный посол республики Никарагуа Яоска Кальдерон. Заур Гваджава отметил, что подписание данных соглашений является очень важным событием для Абхазии и Никарагуа, и что обе страны будут достойно исполнять взятые на себя в рамках этих договоренностей обязательства. Спикер Валерий Кварчи от имени Народного собрания парламента Республики Абхазия поздравил с Днем Конституции Российской Федерации председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентину Матвиенко и председателя Государственной Думы Федерального собрания Вячеслава Володина. В его поздравлении, в частности, говорится: «Как показывает ход самой истории, Конституция – это живой организм, который требует своего развития и определенного обновления, что было подтверждено итогами общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Республик Российской Федерации, прошедшего 1 июля 2020-го. В нем принимали участие и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Абхазия, которые тем самым проявили свою гражданскую ответственность. Выражаем уверенность, что принятые и вступившие в силу поправки будут способствовать повышению уровня социальной защищенности граждан России, эффективности работы органов власти». Конец цитаты. Удочка вместо рыбы для семьи Тарба из села Река. Больше года в Абхазии работает программа по борьбе с бедностью. Данная инициатива реализована World Vision в рамках совместного проекта с ЮНИСЕФ при финансовой поддержке шведского агентства по развитию. Эта программа направлена на предоставление наиболее уязвимым семьям всесторонней поддержки, необходимой для улучшения социально-экономического положения этих семей. Помощь включает в себя психологическое и социальное консультирование, обучение жизненным навыкам, в том числе обучение финансовой грамотности и бизнес-планированию, определение потенциала семьи для ведения хозяйственной экономической деятельности, предоставление соответствующих ресурсов и технического тренинга. Моя коллега Элеонора Гилаян вместе с сотрудниками World Vision посетила одну из семей, которая смогла справиться со своим тяжелым положением. Это дом семьи Тарба в селе Река. Здесь живут двое детей – Анри и Беслан, и их родители – Мзия и Заза. В прошлом году семья вошла в программу реализации экономической модели оказания помощи уязвимым семьям по выходу из бедности, которой в Абхазии занимается World Vision. Эта модель, в отличие от множества иных, предполагает не просто гуманитарную помощь, а способствование труду и самостоятельному заработку нуждающихся жителей страны. Нам дали эту программу, как мы зашли. Спасибо им огромное, тоже скажу. Лучше этого стали, как вот эти вещи они принесли нам. И косилку тоже дали, и дружбу тоже дали, и инкубатор тоже нам дали. Я на этом работаю, на косилке и дружбе. Когда сезон дружбы, трава когда, тогда на дружбе я работаю. Заза Тарба работает всю сознательную жизнь, но до того, как ему в рамках программы оказали помощь и предоставили орудия труда, он выполнял работу чужой пилой и косилкой. Так половина заработка уходила владельцу инструментов. Работать так было не просто невыгодно, но и убыточно. Теперь он зарабатывает сам, а супруга занимается инкубатором для цыплят, который также предоставили в рамках программы World Vision. На вопрос о планах Заза скромно уводит глаза. При этом отец семейства, почувствовав почву под ногами, уже приступил даже к строительству дома. Дом я уже начал, вот это мой дом, как раз, как понимаете, я сами руками это делаю. После этого улучшения у меня осталось, косилку получил, после этого я отлаживал деньги и вот так блоки покупал, вот так собирал и потихоньку их. Для того, чтобы Заза научился не только зарабатывать, но и откладывать деньги, в программе World Vision предусмотрено сопровождение семей участников. Конкретно за эту часть программы отвечают социальные работники то районов, то сел. Это, например, Денис Кишмария, соцработник села Река. Он постоянно консультирует семью Тарба и объясняет даже азы бухгалтерии, учета и финансового планирования.
В этом месте ты должен указать, сколько ты потратил, сколько заработал, и каждый вот здесь месяц берешь ручку, ты записываешь сегодняшнее число и записываешь, что ты сделал сегодня, какую услугу оказал, сколько потратил и сколько у тебя чистая прибыль была. Понятно, да? В этом месте, в этом бланке. Сам Денис Кишмария, сосед Зазы, говорит, что знает его всю свою жизнь. И потому, как только стало известно, что World Vision ищет семьи, которым нужна помощь, вспомнил про семью Тарба. Когда началась эта программа, он, конечно, вначале не верил, что все, что у него сейчас есть, что это получится, что он сможет это все делать. Но, как говорится, с помощью соседей, консультаций и так далее, Ирма приезжала, помогала ему. Мы здесь помогали ему, как это все оформить. Он, как сказать, более увереннее стал себя чувствовать. Да и те, что долги у него раньше были, он сумел расплатиться с этой программой выхода из ситуации экономической. Дом, который строит Заза Тарба, небольшой, стоит на пригорке и медленно, но верно движется к своим очертаниям. Этот дом как наглядное доказательство верности и продуктивности экономической модели оказания помощи уязвимым семьям по выходу из бедности. Как рассказывает менеджер социальной программы World Vision Рита Басария, основной фокус организации на нуждах уязвимых детей. И именно поэтому так важно не просто обеспечить семью ужином или одеждой на зиму, а постоянным заработком. Эта модель представляет собой программу выхода из бедности не путем передачи гуманитарной помощи, которая в итоге обрекает семью на гуманитарную зависимость. А это предполагает развивающий подход. Подход, когда семью выводишь из экономической зависимости и даешь ей возможность устойчивого развития через какую-то предпринимательскую деятельность, мелкую предпринимательскую деятельность. Это многоэтапная программа, модель, которая предполагает несколько шагов. Первым шагом в осуществлении этого проекта является отбор семьи. Мы работаем в 41 селе Абхазии. И мы запустили такой пилотный проект, который предполагал отбор 20 семей в разных районах Абхазии. Вот семья Тарба оказалась одной из этих семей. То есть отбор семьи, он осуществляется опять-таки при помощи комитета села, актива села, который работает в данном селе, при помощи парасоциального работника и при помощи оценки семьи, которая производится определенным анкетированием. Отбор семьи – это очень важный этап этой программы, потому что мы должны определить, есть ли какой-то ресурс в этой семье, есть ли какой-то потенциал, стоит ли его развивать, сможет ли семья развиваться так, как ей хочется, есть ли желание что-то менять. Это очень важно, потому что большинство семей, которые получают сегодня поддержку из разных гуманитарных фондов, благотворительных обществ, общественных организаций, государственных структур, они просто привыкли получать гуманитарную поддержку, что превращает их, к сожалению, не очень хорошее слово, но просто в потребителей. После отбора семей начинается маркетинговое исследование, главная цель которого – определить малую предпринимательскую деятельность, актуальную и выгодную для конкретной семьи в определенном селе. Следом на несколько месяцев World Vision берет на себя продовольственную безопасность семьи, обеспечивая их необходимой корзиной для того, чтобы у людей была возможность отложить какую-то сумму и освободить голову от мысли о пропитании. Потом семья проходит обучение согласно характеру своей проблемы, чтобы решилась именно она. И только потом семья получает во владение материальные активы. В случае с Зазой Тарба это косилка, пила и инкубатор. С внедрением этой программы и с ее осуществлением мы прямо шаг за шагом наблюдали, как в этой семье меняются настроения, как меняются взаимоотношения, как у них начинают блестеть глаза. Этот глава семьи, с которым мы начинали взаимодействовать в начале проекта, он практически с нами не общался. Сегодня он радуется, когда к нему приходишь, он может показать, какие у него достижения. Он продвинулся далеко, они начали строительство дома. Конечно, им еще очень далеко, как они говорят, проблем еще очень много, но во всяком случае какая-то уверенность в завтрашнем дне у них появилась. Я просто хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем структурам, которые оказывают поддержку вот такой категории населения.
может быть, переориентироваться от гуманитарного подхода к развивающему. Потому что на выходе мы будем иметь самодостаточных граждан нашей республики, которые в свою очередь также будут воспитывать достойных жителей Абхазии. В самом селе семья Тарба заручилась большой поддержкой соседей. Здесь каждый утверждает, что помогать стоит тем, кто работает и хочет это делать. И их сосед Заза – отличный тому пример. Ему все помогают, потому что парень старается, не пьет, не там плохом, как говорится, не занимается, старается что-то делать. Таким людям надо помогать. Знаете, если, как говорится, если бы спина была бы, если бы, трудно, когда трудно, он с утра до вечера работает, да? Любой человек тоже духом падает же, правильно? Надо вот помочь. Вот ему надо как-нибудь этот дом достроить, потому что этот дом долго не выдержит. Этому дому уже на лет 70, наверное, поэтому... И надо как-то он сам строит, сам. Все сам научился, сам. С моим сыном же он же старается там И научился сам строить. Это полностью он сам поднял. И соседи тоже вместе с ним. Сейчас для Зазы Тарба очень важно заработать средства на строительство крыши для дома. Сумма небольшая, в несколько десятков тысяч рублей. Мужчина продолжает трудиться, планировать и теперь точно знает, что есть программы борьбы с бедностью, которые работают. Элеонора Гилаян, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ. На следующей неделе на Абаза ТВ смотрите очередной репортаж нового цикла о работе в Абхазии программы по борьбе с бедностью. И рождественское чудо по инициативе редакции Абаза ТВ. Пока репортаж готовился к эфиру, журналисты, проникшись историей семьи Тарба, проявили собственную инициативу и объявили сбор в социальной сети Instagram. Наш корреспондент Элеонора Гилаян выложила пост с призывом помочь семье Зазы Тарба из села Река и собрать средства для крыши его дома. Благодаря подписчикам журналиста и их мгновенной отзывчивости за считанные часы удалось собрать всю необходимую для строительства крыши сумму. Это 38 тысяч рублей. Более того, общая сумма сбора для семьи Тарба составляет на данный момент 90 тысяч рублей. На следующей неделе наша редакция обязательно встретится с Зазой Тарба, передаст сумму, оставшиеся средства и новогодние подарки для детей. Принять участие в сборе можно, перейдя на страницу Элеоноры Гилаян в Инстаграме. _Нора Гилаян. Сотрудники МВД Абхазии и участники международного военно-патриотического проекта «Возвращение имени» устанавливают семьи погибших солдат, встречаются с родными без вести пропавших наших соотечественников. Смотрите материал пресс-службы ведомства. 78 лет назад в кровавых сражениях за Керчь и Феодосию оборвалась жизнь красноармейца Тимура Чеченовича Бганба. Старший политрук Бганба ушел на войну в 1941 году. Долгое время о его фронтовом пути ничего не было известно. Лишь после окончания войны семья узнала, что он пропал без вести. Долго пытались отыскать следы погибшего родственника, узнать хоть что-то. Неоднократно обращались с запросами в различные инстанции, но все безрезультатно. Благодаря содействию Министерства внутренних дел Абхазии удалось установить родственников солдата, нашедшего вечный покой на Крымской земле. В год 75-летия Победы члены семьи красноармейца наконец-то получили весточку о родственнике и узнали о его боевом пути. Тимур Бганба погиб в боях за Керчь и Феодосию в мае 1942 года. Нами были получены списки, по которым нам стало известно, что ваш родственник был старшим политруком в управлении штаба 01-го СКФ во время Великой Отечественной войны на территории Керченского пролива. Оказалось, что в Сухуми проживает родной племянник красноармейца Заур Бганба, который родился спустя 10 лет после того, как родной старший брат отца погиб в военных сражениях. Задумчивый, устремленный вдаль взгляд. Эту единственную фотографию погибшего дяди семья хранит особо трепетно. Пропитанный воспоминаниями снимок с фронта Тимур Чеченович отправил своей маме с очередным письмом, которое было потеряно во время Отечественной войны народа Абхазии. Когда его на фронт забрали, я еще не был рожден. Но от слов родителей мы знаем, что он определенные, должности занимал. Тогда не были министры. Был народным комиссаром земледелия, был народным комиссаром финансов. И после этого в 1941 году он был призван в ряды советской армии, на фронт.
Благодаря проекту возвращения имени уже найдены более 230 семей, погибших из Абхазии. По поручению министра внутренних дел Дмитрия Атбар, участковые уполномоченные милиции во всех районах республики занимаются проверкой списков погибших в Великой Отечественной войне и устанавливают контакты с их родственниками. Следующим шагом в этой работе будет вручение родным погибших документов Великой Отечественной войны. Машинка времени Виталия Шария. Абхазский прозаик стал лауреатом премии Фазиля Искандера в номинации «Дерево детства». Наши корреспонденты пообщались с известным писателем и журналистом, узнали о премии и особенностях писательских будней. Слово Марьяне Котовой. Виталий Шария стал одним из 2 абхазских авторов, принявших участие в писательском конкурсе в 2020 году. Второй – Астамур Какалия и его роман «Гостеприимное море». Он получил лишь почетную грамоту участника, а Виталий Шария с детским рассказом «Машинка времени» стал лауреатом номинации «Дерево детства». В прозе Искандера есть большой пласт произведений о детях, для детей, ну и это не только для детей, детство Чика и так далее. Это все вот такой действительно большой пласт. И вот, чтобы поощрить как-то развитие детской литературы, была такая вот новая номинация учреждена. Я решил его тоже послать. Рассказ «Машинка времени» можно прочитать в журнале «Аква Сухум». И вскоре он появится в Абхазской электронной библиотеке. А поводом для его написания стал конкурс, который проводило Министерство образования совместно с международной организацией World Vision. В 2017 году Сухумский офис ЮНИСЕФ вместе с журналом «Алашара» и министерство тогда называлось «Образование и науки» провело такой конкурс детских рассказов для школьников, издали книгу, и я там получил 3-ю премию. Вот. И вручили мне ноутбук, на котором я до сих пор работаю с большим удовольствием. Рассказ Виталия Шария научно-фантастический, но при этом тесно связанный с историей Сухума. Как раз в духе Фазиля Абдуловича, творившего по большей части в жанре магического реализма. Действие происходит в Сухуме в начале 22 века. Герои, 2 школьника, выходят на набережную, вот как мы, сидят где-то, где кафе «Пингвин», вот, ну, которое, конечно, изменилось, там и живых пингвинов привезли для, так сказать, интереса. И вспоминают, кстати, там проходит небезызвестный всем нам Рой Нагрба, о котором вспоминают как о человеке, который прожил очень много лет и который жил напротив здания. Виталий Шария – автор 5 книг, в числе которых и сборники рассказов. Но гораздо плодотворнее он работает в журналистике. По его собственному признанию, в сочетании писательской деятельности и журналистика есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, рутинная деятельность в информационном пространстве дает возможность собирать образы и впечатления, а с другой – истощает. Сам Фазиль Искандер такую вещь сказал, что для меня, говорит, вот я бы литературный труд уподобил бы тому, как вот колодец стоит, пока в него вода там не набралась, я не обращаюсь. То есть, наверное, какие-то периоды. Но это его слова. Хотя он работал очень интенсивно, но, тем не менее, он такое сравнение привел, что вот набирается вода в колодце, и тогда я сажусь писать. А вода в колодце, если из него все время черпать, она истощается. Вот так, наверное, и в данном случае. Что касается перспектив для современного писателя, то, по мнению Виталия Шария, премии, подобные этой, имени Фазиля Искандера, стимулируют авторов. Например, в номинации «Проза» победитель получает премию в 500 тысяч рублей. В следующем году будут принимать опубликованные произведения авторов до 35 лет в номинации «Чегемские высоты». Вот тот же пример Астамур Какалия, да. Меня очень радует, что появляются такие авторы. И, насколько я знаю, ваша коллега Элеонора Гилаян недавно выпустила книжку прозы. Почему бы не попробовать свои силы в той же самой номинации
Чегемские высоты. В этом году вручение международной премии имени Фазиля Искандера состоялось 10 декабря в штаб-квартире Русского пенцентра. В связи с пандемией коронавируса мероприятие прошло в режиме онлайн на площадке Zoom. В ходе церемонии вручения премии Фазиля Искандера Виталий Шария предложил учредить еще одну номинацию для переведенных на русский язык произведений авторов, пишущих на абхазском языке. Марианна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ. 11 декабря родилась заслуженная артистка Абхазии, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Гунда», кавалер ордена Акцепша 3-й степени Роза Чамагуа. В архиве журналиста Алхаса Чхамаля в передаче «Амта Агойсыпши» рассказывается о творческом пути Розы Чамагуа и об ее не менее творческой семье. Передачу Алхаса Чхамаля о заслуженной артистке Абхазии Розе Чамагуа смотрите 13 декабря в нашем воскресном эфире в 19:30. 11 декабря в рамках фестиваля абхазской культуры Апсны в Москве состоялась премьера фильма «Сухум» с Баталом Кобахия, героем Абхазии, абхазским общественным деятелем, археологом, историком, публицистом. С 2015 по 2020 год заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия, глава департамента по охране историко-культурного наследия, член Совета директоров Центра гуманитарных программ. Премьера фильма «Сухум» с Баталом Кобахия в эфире Абаза ТВ в субботу, 12 декабря в 19:30. «Как прекрасно» — так называется песня Мадины Кварацхелия в рамках фестиваля абхазской культуры Апсны. Премьеру представляем вашему вниманию.
Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в выходные дни 12 и 13 декабря в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 7, днем до 15 градусов. Температура морской воды 14 градусов. И на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире и удачных выходных.